На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Камшык-Шара. Здравствуйте. Состоялось очередное заседание Кабинета министров Республики Абхазия, в повестку которого вошли около 15 вопросов. По итогам заседания принято решение о списании 3 автотранспортных средств службы госбезопасности и Центра специального назначения. Установлены предельная численность работников и размер ассигнований на 2020 год Министерства иностранных дел и Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору. Подробности в репортаже Алисы Шамба. На очередном заседании Кабинета министров было рассмотрено 10 основных и 5 дополнительных вопросов. Принят ряд проектов о списании автотранспортных средств, непригодных к эксплуатации и не подлежащих восстановлению. Также одобрены проекты о реализации автотранспортного средства Абхазского государственного центра экологического мониторинга и передачи плавательных средств МЧС Министерству обороны. А в положение об аппарате Кабмина внесены некоторые изменения и дополнения. В соответствии с порядком использования средств резервного фонда Кабинета министров принято решение профинансировать непредвиденные ремонтные и восстановительные работы на территории Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории, ограждение Лохнашта, строительство навеса над установкой тепловизора на КПП ПСО. Выделение 332 тысяч Государственному управлению по строительству на устройство дренажной системы на территории Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории. Государственному управлению по строительству 7 миллионов рублей 113 тысяч на проведение капитального ремонта ограждения Лохнашта в селе Лохны Гудаутского района. Государственному управлению по строительству в размере 220 тысяч на строительство навеса для устройства тепловизора на КПП ПСО в целях защиты населения от распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции. Данное мероприятие реализовывается в соответствии с решениями межведомственного штаба. Следующее мероприятие предполагается, это Госветеринарной службе выделить 200 тысяч рублей на оплату расходов в установленном порядке. Это выплата вознаграждений гражданам за уничтожение волков, шакалов, лис. Аппарату Кабинета министров Республики Абхазия выделение 58 тысяч рублей на оплату мероприятий праздничных Абхазскому союзу ветеранов Афганистана. Министерству просвещения 5 миллионов рублей 767 тысяч рублей на покупку оборудования, мебели для средней школы номер 3 в городе Гудаута. Министерству просвещения выделение еще 400 тысяч рублей на приобретение специального спортивного инвентаря, необходимого для секции тэквондо для детей с ограниченными возможностями Сухумской спортивной школы. На заседании Кабмина рассмотрена и одобрена концепция национальной системы обеспечения безопасности мореплавания. Данный проект нацелен на создание условий для долгосрочного динамичного развития морской деятельности как одной из приоритетных задач социально-экономического развития, на охрану окружающей среды и обеспечение государственного контроля судоходства в морской акватории республики. Сама концепция представляет собой очень небольшой документ, но под этим документом лежит 10 томов разработок, которые связаны и с состоянием инфраструктуры по всей территории Абхазии, с состоянием мореплавания ведущих морских держав и тенденций, связанных с организацией безопасности мореплавания. И таким образом концепция включает в себя все необходимые разделы, обеспечивающие безопасность мореплавания не только в пределах нашей акватории, но и возможность интеграции в случае ее создания с региональными системами организации безопасности мореплавания на Черном море. Был утвержден и проект межведомственной целевой программы на 2020-2024 годы «Создание национальной системы обеспечения безопасности мореплавания». Также члены Кабинета министров одобрили проект постановления об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности бюджетных учреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан на 2020-2022 годы. Речь идет об обязательстве абхазской стороны в соответствии с соглашением о порядке повышения заработной платы, подписанной еще в 2015 году, утвердить
план мероприятий на 2020 и 2022 годы. Нами предложено утвердить данный план в форме решения Кабинета министров. Срочность заключается в следующем. До утверждения данного плана российская сторона не будет иметь правовых оснований для открытия финансирования. То есть тот план мероприятий, который был утвержден в 2015 году и длился у нас до 2019 года, по большому счету на сегодняшний день уже был не актуален. Соответственно, было совместное решение на МПК принято актуализировать данный план, что и было сделано. Вот. И предлагается к утверждению уже на трехгодичный период, чтобы мы не возвращались каждый год к утверждению плана, а уже четко отслеживали, значит, исполнение. Хотел бы отметить, что мы должны получить в результате, значит, выполнения данного плана. Речь идет о повышении эффективности этих органов, министерств и ведомств, которая должна будет выражаться в конкретном бюджетном эффекте. То есть должна быть получена экономия бюджетных средств, и самое главное, вся эта экономия будет направляться на повышение заработных плат этих категорий именно в этих ведомствах. В ходе заседания также были обсуждены меры по недопущению распространения на территории республики коронавирусной инфекции. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба призвал всех отнестись к этому вопросу более ответственно и рассказал о реализуемых мероприятиях. Кроме того, как отметил Валерий Бганба, в связи с введением ограничительных мер на государственных границах проблем в части завоза продуктов и медикаментов не будет. Что касается отсутствия в аптеках медицинских масок, принято решение, что их будут шить в поселке Цандрыпш Гагарского района. Они будут из 9-слойной марли и по качеству будут не хуже тех, что продаются в аптеках. Повязки будут раздавать населению волонтеры. Уже в пятницу первая партия таких масок, предназначенная для членов избирательных комиссий, будет готова. Так как в случае появления в Абхазии коронавирусной пневмонии больные будут размещаться в республиканском противотуберкулезном диспансере, в котором не работает дренажная система, было решено выделить определенную сумму из резервного фонда Кабмина. И еще один немаловажный момент. В случае, если ситуация с распространением опасного вируса не изменится, то, возможно, придется закрыть и все курортно-санаторные объекты. Нам надо сделать все возможное, чтобы наш народ спокойно перенес все это. Чтобы наш народ не заболел, чтобы у нас не было, не дай бог, смертных случаев, чтобы этот коронавирус сюда не пришел. Надо будет, извините меня, мы закроем и объекты, и туристические объекты. Надо будет. Лишь бы эта болезнь сюда не пришла. Решением Кабинета министров Абхазии карантин в учебно-образовательных учреждениях продлен на неопределенный срок. Алиса Шамба, Алексей Агуха, Абхазское телевидение. Сегодня исполняющим обязанности президента Валерием Бганба подписано распоряжение о создании координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции под его председательством. В штаб вошли руководители 17 министерств и ведомств. Сегодня же Валерий Бганба подписал распоряжение о дополнительных мерах по защите населения от распространения коронавирусной инфекции. Гражданам, прибывшим в Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия, не посещать работу, минимизировать посещение общественных мест. Руководителям органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций вне зависимости от форм собственности обеспечить отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. Центральным и местным органам самоуправления, госучреждениям, предприятиям и организациям освободить работников старше 60 лет от выполнения служебных обязанностей без ущерба для производства, с сохранением заработной платы с 20 марта по 7 апреля 2020 года. До 30 марта приостановить деятельность дошкольных образовательных учреждений вне зависимости от форм собственности, продлить в школьных образовательных учреждениях каникулы, приостановить деятельность образовательных кружков, спортивных и танцевальных секций и занятия в Абхазском государственном университете, Сухумском открытом институте, а также в среднепрофессиональных образовательных учреждениях. С 20 марта по 7 апреля 2020 года приостановить деятельность
по приему, пропуску экскурсантов в Ритинский реликтовый национальный парк, комплекс Новоафонской пещеры, Сухумский ботанический сад и питомник экспериментальной патологии и терапии. Рекомендовать физическим и юридическим лицам, организующим экскурсионное обслуживание иностранных граждан и лиц без гражданства, приостановить деятельность по организации экскурсий. С 20 марта по 7 апреля религиозным организациям запретить паломникам, иностранным гражданам и лицам без гражданства посещение культовых сооружений, а также рекомендовать гражданам перенести проведение обрядовых торжеств на период после 7 апреля 2020 года. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик написала письмо в ЦИК с просьбой минимизировать риски распространения среди населения вирусных инфекций во время проведения президентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК. В письме говорится о том, что необходимо приобрести для каждого избирательного участка приборы для обеззараживания воздуха, ручки на каждого избирателя и физраствор для их обработки. Также указывается, что кабинки для голосования должны быть открытыми. Необходимо проводить санитарную уборку помещений избирательных участков каждые 2-3 часа. С требованием СЭС в ЦИК согласны, но с другой стороны Центральная избирательная комиссия не может себе позволить приобрести все необходимое для проведения такой работы, в связи с чем Центр избирком обратился в межведомственный штаб по борьбе с коронавирусом и попросил по мере возможности предпринять меры. По поручению премьер-министра 23 абхазских студента, обучающихся в Турции, вывезены из страны в связи с распространением коронавируса. На данный момент в Турции число подтвержденных носителей коронавирусной инфекции возросло до 98. Один человек скончался. 16 марта дети прибыли в Абхазию. Билеты были приобретены на средства, выделенные правительством Абхазии. Сегодня глава МИД Абхазии приняла делегацию Всемирной организации здравоохранения, сообщает пресс-служба МИД. Для нас очень важно, чтобы рекомендации ВОЗ по предотвращению и распространению коронавируса были представлены руководству, чтобы на основании данных рекомендаций принимать решения и действовать в соответствии с теми требованиями и нормами, которые будут предписаны, отметил министр, приветствуя гостей. Представитель ПРООН Луиза Винтон рассказала о том, какая поддержка будет оказана Абхазии в борьбе с коронавирусом. Это консультации экспертов из ВОЗ и обеспечение медикаментами. Учитывая, что происходит в мире, это серьезное достижение, что мы смогли привести сегодня в Абхазию экспертов такого высокого уровня, а также определенное количество медицинского оборудования и медикаментов. Нам удалось привезти с собой более 500 наборов для персонального ухода, более 600 литров антисептиков и около 500 литров антибактериального мыла, отметила представитель ПРООН. Координатор программы по готовности к чрезвычайным ситуациям ВОЗ Василий Сниманов подчеркнул, что основной задачей для экспертов сейчас является определение готовности Абхазии к реагированию на первичные импортируемые случаи коронавируса. Эксперты будут находиться в Абхазии 2 дня. За это время пройдет обследование лаборатории, встречи с Министерством здравоохранения и ВСЭС. По результатам работы будет сделан отчет ВОЗ. Между тем, Союз европейских футбольных ассоциаций перенесен чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Отменен и популярный в Европе конкурс Евровидения, который должен был состояться с 12 по 16 мая. В рамках работы ведомственной целевой программы на 2020 год централизованное приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов для обеспечения государственных учреждений Министерства здравоохранения Республики Абхазия, Республиканской больнице переданы реактивы и медицинские изделия для проведения лабораторных исследований пациентов стационара на сумму 4 593 504 рубля, что покрывает потребность больницы в среднем на 6-7 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Сегодня в 21:00 в прямом эфире абхазского телевидения состоится пресс-конференция кандидата в президенты Абхазии Леонида Дзяпшба и кандидата в вице-президенты Виктора Хашба. А в 22:00 смотрите пресс-конференцию кандидата в президенты Эдгура Ардзинба и кандидата в вице-президенты Арды Ашуба. А сейчас о погоде. По информации гидрометцентра, завтра на территории Абхазии ожидается облачная с прояснением погоды. И ночью и утром умеренный дождь, местами переходящий в сильный, днем преимущественно без осадков. К вечеру возможен дождь. В предгорьях, горах снег с дождем, снег. Температура воздуха ночью плюс 2,7, днем плюс 5-10. Температура морской воды плюс 10 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами.